были найдены правовые механизмы для преодоления столь глубокого политического кризиса, и мне видится это крайне важным. Во вторую очередь считаю, что необходимо, безусловно, начать работу над совершенствованием действующего законодательства Республики Абхазия с тем, чтобы подобные сценарии исключить в будущем. Как известно, 22 марта состоятся выборы президента Республики Абхазия. Исхожу из того, что выборы пройдут в полном соответствии с международными демократическими стандартами и практиками. Выбор народа будет законным и справедливым. Считаю, что нам необходимо прежде всего обозначить систему государственных приоритетов в экономике, в социальной сфере, во внешней политике, в сфере национальной безопасности. Нам нужна четкая постановка задач, нам нужно определять ответственных лиц, определять сроки исполнения этих задач и, безусловно, санкции за неисполнение. Считаю, что нужно дисциплинировать работу государственного аппарата. Если у нас не будет дисциплины в работе органов государственной власти, конечно, трудно будет рассчитывать на серьезные успехи. Считаю, что необходимо серьезно укрепить правоохранительную систему нашей республики, оказать поддержку каждому сотруднику правоохранительных органов. Конечно, в Абхазии необходимо обеспечить верховенство права и реализовать фундаментальный правовой принцип – принцип неотвратимости наказания. Отдельный комплекс вопросов касается, безусловно, реформы политической системы, которую, с моей точки зрения, конечно, необходимо сбалансировать и стабилизировать. Я думаю, что все согласятся с тем, что в нашей стране наблюдается конституционный дисбаланс ветвей власти. В этом смысле, конечно, эту систему необходимо гармонизировать. Конечно, для этого нужно услышать мнение народа, что народ думает о конституционной реформе, как ее проводить правильно. Для этого нужно организовать серьезные, широкие общественные консультации. Возможно, нужен референдум. Мы видим, что в России происходят и планируются серьезные конституционные изменения, о которых заявил президент Российской Федерации. И, безусловно, в нашем случае нужно слышать мнение людей, поскольку в такой стране, как Абхазия, нужно с особым уважением относиться ко всем социальным группам. Если не слышишь мнения народа, то последствия могут быть самыми непредсказуемыми. А что касается нашей молодежи, я считаю, что очень важный вопрос, приоритет – это обновление государственного аппарата за счет молодых, честных, я подчеркиваю, компетентных управленцев. Это очень важная тема. Мы видим, как в России с большим успехом проходит конкурс «Лидеры России». Это конкурс, который поддержан администрацией президента Российской Федерации, лично президентом России. В чем его цель? Его цель заключается в том, чтобы молодые руководители приходили на ответственную работу и занимались эффективно своей работой. Это очень важная тема, и мне кажется, что эту модель необходимо адаптировать и реализовать в нашей республике. Я не предлагаю просто скопировать то, что делается в России. Я считаю, что с учетом нашей специфики нужно эту концепцию реализовать, концепцию конкурса молодых лидеров. По итогам конкурса победители будут иметь возможность пройти стажировку, пройти образовательную программу в России. И, безусловно, они должны иметь возможность трудоустройства в органах государственной власти нашей республики. Вопрос проведения этого конкурса имел возможность обсудить с главой Федерального агентства по делам молодежи Александром Бугаевым. Он поддержал проведение этого конкурса в Абхазии с точки зрения методологии, поддержит нас, и я думаю, что ничего нам не мешает провести этот конкурс уже в этом году. Я очень часто получаю обращения от наших студентов, от нашей молодежи. Это люди, которые хотят развития, люди, которые хотят принимать решения, участвовать в принятии важных для страны решений. И, безусловно, мы сегодня видим и с точки зрения международного опыта, и с точки зрения развития нашей Родины, что молодежь становится ключевым актором изменений, основным драйвером развития. И, конечно, это очень важные процессы, которые необходимо учитывать. И надежды и устремления молодежи должны превращаться в конкретные законодательные и иные инициативы. И в этом смысле
Я обсуждал этот вопрос и с депутатами парламента Абхазии, с некоторыми, с общественными деятелями. И все, с кем я разговаривал, по крайней мере, едины во мнении о том, что необходимо создать некую структуру, общественно-политическое движение, может быть, в будущем и партию, которая будет выражать интересы молодежи и защищать интересы молодежи. И я выразил готовность помочь создать подобную структуру. Я считаю, что это очень важно. Я уверен в том, что у нас очень много талантливых людей и в перспективе государственных деятелей, которые внесут большой вклад в развитие Абхазии. Вот мы с соратниками реализовали проект «Послы доброй воли Абхазии», который как раз показал, что у нас очень много талантливых молодых ученых, молодых музыкантов, деятелей культуры. И я думаю, что самое главное – выявить и поддержать молодых лидеров. Я думаю, что Грузия должна признать государственный суверенитет Абхазии и точка, а все остальные разговоры могут быть уже потом. Наступил 2020 год, и наступило на самом деле новое десятилетие, и я выражаю надежду на то, что это десятилетие будет наполнено яркими победами, и на то, что всем нам удастся создать новые позитивные тенденции в развитии нашего государства. Мы видим, как развивается мир, какие процессы происходят в мировой экономике, в мировой политике. Эти изменения по своей скорости возрастают, и для того, чтобы быть успешным, для того, чтобы иметь возможность конкурировать на международной арене, конечно, нужно очень быстро развиваться и адаптироваться к этому фантастически быстро изменяющемуся миру. Но, конечно, мы должны в будущем отвечать на серьезные вызовы и сами себе ответить на некоторые вопросы. Вот мы сильные или мы слабые? Мы помогаем друг другу или мы тянем друг друга вниз? Мы радуемся или мы завидуем? Мы храним наши традиционные ценности, духовно развиваемся, никого не боимся или нас уже интересует только материально? Да и вообще, есть ли надежда у нас на светлое будущее или нас уже потеряли? Но я убежден в том, что надежда все-таки есть, но нам надо обязательно уже не на словах, а на деле по-настоящему объединиться и добиваться результатов, добиваться серьезных результатов, добиваться, пока не добьемся. И все у нас будет хорошо, я в этом уверен.